Почему казахи и русские массово не смешались? Первое. Культурные и религиозные различия. Казахи в основном мусульмане, культурно и традиционно и в различной степени, а русские православные христиане. Культурно, ментально и образом жизни казахи и русские сильно различались. Второе. Разные обычаи и семейные традиции. У казахов были родовые и клановые структуры, жузы – роды, и они предпочитали жениться внутри своих общин. Русская традиция была более индивидуалистичной, без жестокой родовой структуры. Третье. Раздельное проживание. В Российской империи и СССР казахи и русские часто жили в разных населенных пунктах. Русские селились в городах, а казахи долго сохраняли кочевой образ жизни, а потом жили в аулах. Даже после урбанизации в городах были отдельные районы – казахские и русские районы. Четвертое. Историческая память. Историческая память о потерях и несправедливости привела к настороженности в отношениях казахов к русским. К тому же, на подсознательном уровне у казахов закрепилось стремление сохранить этническую идентичность. Когда народ сталкивается с угрозой исчезновения, это может привести к укреплению национального самосознания. Пятое. Страх потери культурной идентичности. В Казахстане есть много русско-казахских семей, но они не стали нормой. В современном Казахстане большинство русскоязычных и детей от смешанных браков не знают казахский. Это вызвало разделение в обществе и боязнь ассимиляции. Большинство казахов предпочитают жениться внутри своей нации, чтобы сохранить язык, культуру и традиции. Шестое. Восприятие привлекательности. Люди считают более привлекательными то, к чему привыкли. Люди чаще симпатизируют тем, кто похож на них внешне и культурно. Каждый народ формирует свои идеалы внешности. Люди подсознательно тянутся к тем, кто похож на их родителей или окружение. Если в обществе не поощряются смешанные браки или есть предвзятое отношение к другим расам или этносам, это влияет на восприятие.